Заболеваемость COVID-19 в республике растет. Ее пик прогнозируется в июле. Неутешительные данные были озвучены на рабочем совещании по эпидситуации в Коми. С основным докладом выступила главный государственный санитарный врач по республике Людмила Глушкова. В настоящее время общей фразой, чтобы было понятно, можно эпидситуацию характеризовать как ухудшающуюся на протяжении 3 недель, с усугублением все 3 недели и неблагоприятным прогнозом. Когда у нас случилось ухудшение? Ухудшение произошло ровно через 7 дней, опять же, вот подтверждение точности эпидемиологии, ровно через 7 дней от окончания длинных выходных 1-10 мая. Ровно через 7 дней, половина инкубационного периода, мы пошли в рост. Показатели на 100 тысяч. 19-я неделя 21,3, 20-я неделя, это первая неделя после праздников, вторая 25,3, 21-я неделя 26,7 и прошедшая неделя 29,2. Интенсивность прироста до 20% за неделю. Наибольший прирост показателя заболеваемости за прошедшие 3 недели среди возрастных групп от 7 до 17 лет и от 30 до 64. То есть наибольшее распространение заболеваемости отмечается среди взрослого активного населения и молодежи. В основном за счет передачи инфекции в семейных очагах и при посещении общественных мест и использовании общественного транспорта. Кроме того, за прошедшую неделю у нас начался рост уровня заболеваемости пневмониями, который до 20-й недели неуклонно снижался, и это характерно. То есть 2 недели подъема и начались пневмонии. Через еще неделю у нас начнет расти летальность. Уровень заболеваемости пневмонией на начало этой недели превысил среднюю многолетний в 1 и 2 раза. И судя по эпидпоказателям, регион приближается к рассмотрению вопроса о возобновлении ограничительных мер. В их числе сокращение различных массовых мероприятий, либо прекращение их вовсе, возврат к ограничению спортивных турниров, в том числе на открытом воздухе. Работы предприятий в сфере услуг и торговли, запретное использование мест массового отдыха населения. Это пляжи, скверы и парки. При этом результаты рейдовых проверок, соблюдение масочного режима и социальной дистанции свидетельствуют о том, что абсолютное большинство жителей Коми пренебрегает мерами безопасности. Сдержать рост заболеваемости ковидом можно только путем соблюдения масочного режима, социальной дистанции и, самое важное, формированием коллективного иммунитета. А это прежде всего вакцинация. Инфекция беспощадна, ей абсолютно не важно, переболел ты или нет. Риск заразиться будет всегда. И это суровая реальность, в которой сегодня живет весь мир. Как подчеркнул на совещании глава Коми, заразиться может даже привитый человек, но он хотя бы перенесет болезнь легче. Это важно понимать всем, ведь только благодаря массовой вакцинации мы сможем вернуться к привычной жизни без пандемических ограничений.